декада архитектурно-строительного отделения. И на этой выставке мы хотим предложить вашему вниманию панно из ковров и переработанных материалов, которые сделали студенты дизайнерского отделения. На этих панно увязались в единое целое и система петроглифов древности, и что-то новое, то есть строительство нового века, и быт казахского народа, свобода степных просторов. Все это ребята хотели показать на этих панно. Одно панно называется «След предков», и второе панно «Строительство будущего». Символы, да? Символы казахской культуры, символика прослеживается. Нет, прирезали, красили. Да, это любимая. Здравствуйте. Приглашаем вас сыграть в шахматы. Шахматы, которые выполнены в стилистике нашего города. Посмотрите, пожалуйста. Представлены достопримечательности Астаны, да? Узнаем Байтерек. Да. Байтерек, пирамиды, да, Экспо и так далее. Вот в такие шахматы, в которых воплощены здания нашего города знаменитые. Вот можно сыграть. Вместо короля. Да. Архитектурная композиция «Домик в горах» выполнена тоже из брусовых материалов, покрыта папье-маше. Вот такой оригинальный домик в стиле шале. Это бумага-пластика, то есть из бумаги вырезается такой бумажный скетч архитектурный. Есть скетч, который рисуют, а это скетч выполнен из бумаги. То есть это небольшая такая полуобъемная архитектурная работа. Идея заключается в том, чтобы сделать большую, огромную юрту, центр народов Востока объединяются в одну единую большую юрту, потому что юрта это как оазис Востока, оазис степей. Это трехмерное пространство, да? Да. Здесь это объемные композиции из бумаги, то есть как можно сложить бумагу различными способами. Это прототип того, что из гипса можно выполнить вот такие вот гипсовые стены в интерьере. Как оригинально. И политех, да? И полетел.
И умная юрта, которая может передвигаться в степи, когда она так необходима, допустим, чабанам. Она самозапускающаяся, сама себя может обслуживать, то есть панели, водосток на водоэнергии работает. Вот такие вот новшества придумали ребята. Мобильная юрта, да, Мобильная проект? юрта, да. Хорошо. И Это объемные работы, это макетирование, да? макетирование. Такие идеи оригинальные. Это лестница, Это да? объемные формы, то, как можно построить какие-либо здания. То есть это просто модельки. Если развивать эту идею, можно на их основе построить какое-то интересное это тоже здание. интересно. Ну, это наш КНАУФ, конечно, просто такая интересная композиция. Из простых материалов можно создать такую сложную конструкцию. В национальной тематике также выполнен светильник сверху из папье-маше. Представлена такая модель, то есть говорится о том, что из бросовых материалов можно создать что-то подобное, красивое, интересное. Также чайничек, который выполнен из папье-маше. Какое-то время он может даже выдержать жидкость. Вот такой легкий набор, его можно использовать тоже как декор. Разнос, покрытый эпоксидной смолой, и травы, собранные в нашей казахской степи. Ну и картина в национальном стиле из пряжи. Интерьер начинается с прихожей. Наш мини-интерьер тоже начинается с прихожей, то есть это коврик. Но коврик это не совсем для прихожей, а для прикомпьютерного действия. То есть, если вы долго сидите за компьютером, вы можете свои ноги засунуть в так называемые тапочки, и они будут массажировать, делать массаж, так как вы устали, и вам будет хорошо и комфортно. Также, если ноги замерзли или отекли, можно их согреть. Все это управляется непосредственно с компьютера. Нажимается управление, система управления, и коврик работает так, как вам нужно. Также здесь представлено кресло из картона. Это опять-таки тема экологии. Вот стоит остро, то есть переработка материала. Спрессованный картон, вырезается такие детали для кресла. И вот получается, можно присесть. И выдерживает до... Выдерживает до 80 килограмм. Хорошо. Представлена умная подушка. При засыпании, при прикладывании головы к подушке звучит приятная музыка и запах разнотравья, который успокаивает. Конечно, для аллергетиков ребята сказали, что разработана будет другая система. Журнальный столик выполнен в технике витража. На столике стоит яблочко из папье-маше и баурсак в национальном стиле. Также представлена гитара, на которой изображены символы нашего колледжа, то есть это и газа, и автомобильное, и строительное отделение. Наша специальность. И роспись. И можно посмотреть куклы. Куклы, несмотря на то, что они так красиво оформлены извне, внутри скрывается обычная пластиковая бутылка. Ну и остальное все сделано из массы для лепки различной. Куклы народов мира национальной тематики.
заходим в якобы детскую зону, в детскую комнату, где представлены обои, умные обои для деток. Для То есть развития детей. для развития детей. То есть все детки любят рисовать на стенах. В этом случае представлены интерактивные обои, на которых можно рисовать фломастерами. Все это вытирается. При нажатии на кнопочки звучит музыка, освещение и включаются интерактивные игры на панельках. Ну, очень оригинальный проект развивашек, да? Спасибо большое. Приглашаем вас сыграть в шахматы. Шахматы, которые выполнены в стилистике нашего города. Посмотрите, пожалуйста. Представлены достопримечательности основные, да? Узнаем Байтерек. Да. Байтерек, пирамиды, да, Экспо и так далее. Вот в такие шахматы, в которых воплощены здания нашего города знаменитые. Вот можно сыграть.